Сьогодні кожен за щиро дається на святейшому серцю Твоєму, как еще Боже связаться с Тобой. Многие же не ведают Тебе, многие вернутся к Тебе, погружающие заповеди Твои. Змилуйся над одними и другими, уезженные раскаявши, и притворюсь их до святого сердца Своего. Володаруй знам уезженных только верников, які ніколи не отступились от Тебе, а если надо право, які Тебе покинут. Да поможи, как як найдушей вернулися яны в батьковский дом и не згинули от нестачи и голоду. Будь володаром для тих, хто науковиці вознес голову, одлучився в Тебе. Привези к достанку прав и единства веры, как утка настала одна в чарке язык пастыря. Одари Господу беспечной свободу, дай всем народу спокой и сгоду. Учеников на все земле от края до края, один услышите голос. Хвала Божьему сердцу, пред якое пришло для нас спасение. Ему хвала и пошана на веки. Аминь.
Отця, і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні в костюлі ми споминаємо святого Бонифация, біскупа і мученика. Святий Бонифаций народився около 673 года в Англии. У 719 году відправився в Германію, де він довгий час працював, спочатку як місіонер, як святар, після був освячений на біскупа і вже як біскуп продовжав свою діяльність у основі костьола в Германії, у різних частках Германії. І так само Завет дав своє життя на моменті під час євангелізації Фризії, був забитий язичники. А дав своє життя для костьола, який вірив, який бачив уже трошки інакше, ніж інші, трохи шире. Бо чоловік часами любить глядіть тільки, розуміти і глядіть так, як йому представляється. А Святий Бонифаций имел в своем житті эту здольність, отримав від Бога эту здольність глядіти на ситуацію, на життя трохи шире. Про це так само сьогодні каже нам і літургія слова. Під час Евхаристії я молюся за всіх залежних, всю залежних в Білорусі, просячи для їх Божого благословення і потребних ласку. Брат Олег молиться за медиків, за всіх співпрацовників служби охорони здоров'я, просячи так само для їх у цей час, дару Духа Святого, моці і відваги. А на початку цієї Евхаристії перепросимо Бога за наші слабості і знання. Сповідаюся. Голову всемогутному, и вам, братья и сестры, что страшные вели, духом, словом, учинком и занятованием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу, наисвятейший, за усёлый Пан молитвы, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутній,
и отпустивши нам грехи, доведи нас до жизни вечную. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. О всемогутный Боже, святый мученик Бонифаций, можно обвешался на правду веры, отвержение властной кровью. Разъяву доступнейства учени, как мы твердо захопали эту веру и своим житьем ее вызнавали. Распаду нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и благодарю едности Духа Святого, Бог просуще веки вечные. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, ты пошел следом за моим учением, за повознами, за намером, за верой, за терпимостью, за любовью, за тривалостью хранения и терпения, які випали мне у Антиохии, у Иконии, у Листра. Столько гонений я перенес, и от всего меня выродовал Павел. И все, кто желает жить побожно в Христе Иисусе, переследованные будут. Негодные ж люди и ошуканцы будут досягать поспехов удренных, помиляючися и інших уводячи у зла. А ты тривай у тим, чому навчився, і що тобі доручено, відаючи, от кого навчився. Бо дитяче готово будеш Святое Писание, якое можно научить тебе мудрости, что ведет до избавления верою у Христе Иисусе. Усякое Писание натхнено Богом и корисно для научания, для переконывания, для наставления, для выхования в праведности, как Божий человек был досконалый, до всякой доброй справы готовый. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Великий спокой у тих, хто любить Твой закон. Великий спокой у тих, хто любить Твой закон.
Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Марку. Хвала Тебе, Пане. Развуючи, Єсус сказав, научаючи у святыне: «Як могут сказать книжники, что Мессия сын Давида? Сам же Давид сказал Духу Святым: Пан сказал моему Пану, счастье праворуч мяне, покуль я не покладу ворогов Твоих под ноги Твои». Сам Давид называя его Пана, то як же он может быть ягоным сыном? И великий народ слухав его задовольнил. Это слово Павла. Слава Тебе, Христе. Я думаю, що кожен з нас бачив у своєму житті такі специфічні образи, картки, такі так звані 3D. Накритки спеціальним таким составом. Коли ти глядиш на малюнок, ти бачиш конкретний образ, там, трохи у бок схилишся і бачиш щось інше, якщо у бок інше. Такі малюнки, які показують, з різного ракурсу можна щось серйозно бачити. І по причині, подобно до цих малюнків, так само і наше ставлення до того, що ми слухаємо, що читаємо. Бо проблема книжників сьогоднішнього Євангелія, проблема фарисеїв була тільки на вопрос. Вони глядели і читали так, як написано. І вони не могли почути, або інакше побачити зовсім з іншої перспективи сутність того, ким є Ісус Христос. Навіть такі просто банальні речі, як биття сином Давида. Ісус з'являється в якимось сенсі сином Давида, бо з'являється його потомком. Був потомком Давида, народився в його городі, був записаний як син Юзефа, потомка Давида. Да, він був потомком Давида, але Ісус був так само кимось Божим. І ось ця проблема, такою, можна так назвати, зачиненістю очей, можна так назвати проблемой твердого серця. Але це було фарисеїв книжних. Це було перешкоджало зрозуміти, побачити, ким це справді Ісус Христос. Ісус дав нам своє слово. Дав слово, в яким розповів нам про все. Все, що дотичить нас, нашого життя, навколо світу. Але так само дав нам здольність і наказав змагатися, перш за все, рости у себе Духа Божого і з допомогою перш ділу Святе Писання, читати Святе Писання. Духа, який, звісно, поводле традиції Костьола, поводле навчання Костьолу, але допомагає побачити зовсім з іншої перспективи Бога. Нас, наше життя, нашу ситуацію. А ми у відносинах з Богом можемо використовувати таку вельми вигодну. Коли раз, як ми бачимо, як написано, так і зробив. Як бачу, так розумію. А життя духовне, воно часами потребує цієї можливості поглядіти з іншої перспективи. Зміниться ракурс. Навіть до цього закликає нас так само Дух Божий. До того, як в нашій щоденності, в наших відносинах з Паном ми змагалися за те, як набити веди, як поглядіти з іншого боку, як змінити ракурс. Святий Бонифацій був одним з шматликих, може, місіонерів, які в той час
byli w Germanii, w Europie. Ale mimo to on zdolał zrobić to, że zmienić ракурс, поглядіть зовсім інакше речаїстості краю навколо себе. А ти де мав чимось робити великі речі? Часами виривали. Только проблема есть в том, что нам страшно это робить. Потому что с переменой этого пункта влечения, с открытием более широкой перспективы на фонд Бога, на нас самих, может показать себе лишь маленького помилкового в нашей жизни, а мы этого боимся. Або можем убачить, что треба сделать вот так, так и так, коли мы этого не хотим. Коли нам не хочется этого делать. Не важно, за чего не хочется, и все. А смена перспективы, смена пункта влечения нам показывает, что я теперь повинен это сделать, потому что бачу, что вот так есть справедливо, правильно. Святе Писання, якое будемо зважати, просячи Духа Святого, аби повинні великі таємниці на темат нас самих, на темат нашого життя. Про заступництво Святого Бонифация епископа и мученика вознесем до Божьего трона нашей церковной просьбы. Молимся за святый Костел, как все его члены жалеют належить Божьим детям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех христиан, как своими учинками и не свидетели в своей вере. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей и молодь, как они охотно удельничали в Евхаристии и черпали з її моц для своего релігійного життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за семью, яких не хапает справной згоды, как взаимная повага да помогла им переодолевать все тяжкости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о власти вызволения от врагов для всех залежных. Выслухай нас, Пане. Молимся за супрацовников службы охраны здоровья, как Пан Бог подтримливал их у штуденной працы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении и потребных ласках для хлеба. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы верили в Слово Христа и жили по воле Его учения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, прими наши просьбы, как мы, умацованные молитвами святого Бонифация, имкнулись до досконалости нашего христианского життя. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Amen.
Молитесь, братья и сестры, помимо вашу оферу, Богу, а и Отцу всему. Нехай Пан Бог прийме оферу на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, святи дали своим благословением, и запалив наших сердец огонь Твоей любови, з'якой святый Бонифаций мужно перенес муки от ренове и спиралоги, Пана нашего. Пан с вами, И с Духом Твоим, угору сердца, узнавшим и Пана, подякуем Пану Богу нашему. вот нам это и справедливо. Сапраўды Бог нам гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсё. Пане, святы Бойча, усемагутны вечны Божы, Ты праз мученіцтва святого Бонифация показал суды своей ласки, бо ён, наследуючи Христа, уславил Твое имя, проливши кровь за веру. По Твоей воле моц выявляется в славости. Ты умацовываешь слабых людей, как они свидетели от веры, праз Христа, Пана нашего. Тому за анёлами в небе мы прославляем Тебя на земле, разом с ним успех. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вершине, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, Госанна на вершине. Сапраўды, Боже, Ты святый и справедливый, бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенную мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освящаешь, и неспынно сбираешь народ свой, как под исходу солнца и до захода, сказал имени Твоему, чистую от греха. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти мощью Духа Твоего в этой даре, який ви принесли Тобі на отвер, силою кривьою Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал стеснять грех таинств. Бо його на Твою ножку ведут выдатели, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, Бог это есть тело мое, и кое за вас будет выдано». Подобным чином повяжи, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, благословил, и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з него все, Бог это есть келих крови моей, нового и вечного веку, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения врагов. Это чините на мою память». Это великая таинство. А без Твоего небесу, даем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа хвали. Пане, вспоминаючи звавши муку Твоего Сина, а так само Його судовне воскресіння і обшесті, і чекаючи Його другого прийстя, спадями складаємо Тобі гэтую живую и святую оферу. Узглянь, просим, на дар Твоего Костела и прими Его як оферу, якую Ты пожадал быть милостивым. Дозволь кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе.
Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как позволяет рвать спадщину с выбранниками Твоими, наиперсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святыми Иосифом и Иоанном, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Бонифацием и всеми святыми заступничества Яким, надеемся на Твою неоставленную допомогу. Просим Тебе, Пане, за поеднание пронесем всему свету, супокой и избавление. Будь ласкавым отзывать веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугою Твоим, папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем, біскупом Юрием, біскупом Александром, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою. Будь милостивый на просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласково зельное собой всех, рассеянных по свете детей Твоих. Наших побед и ущих, кто ласково дошел за Твоей свету, милостиво прими володарство Твое, где мы сподеемся быть, и образами ими завсегда радоваться Твоей хвале. Проси Христа наша, ради Бога даруешь свет, усилятельный доброт. Прос Христа, с Христом и у Христе, так и Божого Чу всемогутный, по едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, как нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, я в небе, так и на земле. Хлеба нашего штожного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласково спокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы перезавсюди вольные на праку, и захованные от всякого неспокою, чекали исполнение счастливой надеи, Славца нашего, Иисуса Христа. От Твое благодарство и милость и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мы даем вам. Просим, изложай грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкав сгодно с Твоей волей дарить Его супокой и едность, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Спокой Пан, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайся ближним. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи света, zmiłuj над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи света, zmiłuj над нами. Баранку Божий, берешь на себе грехи света, одари нас супокоем. Стой, кто даря на себе грехи свет, благословленная покликанная на бежевый Его. Аминь. Я не латы, как Ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Все, приступим. Все, приступим. Все, приступим. Все, приступим. Все, приступим.
Святость. Молимся. Милосердный Боже, нехай наисвятейший сохран, який мы приняли, дасть нам духовную силу. Якая святого мученика Бонифация зародила веру в Твоей службе, и да помогла ему перемогчи в терпении, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. Нехай благословит вас Бог и Отец и Сын